Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Болашак Talks. Сегодня наш эфир будет посвящен теме автоматизация конкурсного отбора как важнейший фактор в обеспечении прозрачности. Если у вас будут вопросы, пишите нам, а я с удовольствием представляю наших спикеров, членов независимой экспертной комиссии. Сегодня у нас в гостях президент Национальной палаты образования и инноваций Серпін, государственный и общественный деятель Мурат Абенов. Представитель проектного офиса по противодействию коррупции Министерства образования и науки Республики Казахстан Адал Білім Сергей Пен. Здравствуйте! Рада видеть вас в нашей выездной студии. Спасибо большое, что вы нашли время. И сегодня в прямом эфире можете ответить на вопросы наших претендентов. Пожалуй, начнем с того, что быть членом независимой экспертной комиссии – это большая ответственность, потому что ведь от вашего решения зависит дальнейшая судьба претендентов и в целом вся жизнь. Скажите, пожалуйста, для вас что значит быть членом независимой экспертной комиссии? Ну, для меня это, вот вы правильно сказали, это, во-первых, это наверное, наша гражданская позиция, да? То есть зачастую мы в обществе как бы по-разному иногда относятся к разным государственным программам, решениям, особенно связанным с финансированием каких-либо групп. И, в принципе, общество внутри ожидает справедливости. И справедливость, в первую очередь, заключается в том, чтобы стипендия выдавалась именно тем, кто этого заслуживает. И есть какие-то, наверное, небезосновательные подозрения, что не получил эту стипендию, а непонятно, какие-то там другие люди ездят. Вплоть до того, что высокопоставленные люди в составе комиссии – это именно общественный контроль, общественный мониторинг. Второй вопрос – это, конечно, вопрос, связанный с кадрами. Я Серпін. Именно я занимаюсь вопросами учебной миграции внутри страны. Мы за эти годы перевезли около 30 тысяч детей из южных регионов в регионы, где чувствуется дефицит трудовых ресурсов. Мы перевозим туда их. Там работал в Министерстве образования, участвовал в различных проектах по изменению законодательства, реформ в сфере образования. С чем-то я соглашаюсь, с чем-то нет, но для меня было важно, вот я многие годы критиковал, в том числе и проект Болашак, и распределение грантов. Для меня было очень важно с точки зрения системы образования самому включиться в этот процесс. Я являюсь членом Республиканской комиссии по распределению грантов на бакалавр, на магистратуру. Мы, кстати, вот с Акингми вместе, Сергеем Пен. Но и вот когда было предложено войти в состав этой комиссии, я обратил внимание, что системные реформы начались. И мне захотелось посмотреть, да, как они их будут реализовывать, вот и с практической точки зрения поучаствовать в этих изменениях. Так что вот таких 3 основных подхода, ради чего я пришел в эту комиссию. Вы правильно подметили насчет недоверия народа и сложившемся стереотипе в обществе, что только дети из обеспеченных семей могут стать обладателями программы Болашак стипендии. Мы вернемся к этому вопросу. Сергей Геннадьевич, расскажите о своем опыте, как вы участвовали, член независимой экспертной комиссии. Да? Для меня это прежде всего какое-то доверие, которое оказано тебе персонально, как представителю организации. И, естественно, ты стараешься это доверие оправдать, потому что я полностью согласен с Маке. Это общественный контроль, который в последнее время он заменяет, заполняет вакуум в очень многих сферах, потому что благодаря активной общественности у нас мы начинаем какие-то исправления. Раньше что-то не работало или работало плохо, но благодаря активному вмешательству, тому, что ты не молчишь, не игнорируешь, поднимаешь эти темы, происходят изменения. И вот участие в этой комиссии, оно не является исключением, потому что для меня это был очень интересный опыт, потому что, во-первых, технологичность процесса меня впечатлила, мне это очень понравилось, я сам очень люблю вещи, технологические, айтишные и прочие. И сама процедура, критерии, четкость, собственно, постановки задач, анонимность, даже вот на этапе шифрования досье претендентов и данных и прочего.
То есть это очень такой полезный опыт. Я думаю, что его надо масштабировать дальше. Наше участие в качестве члена этой комиссии — это очередная, с одной стороны, спасибо, конечно, за доверие и того, что в плане того, что есть к нам какое-то отношение и ожидание честности с нашей стороны, естественно, в полной мере это ожидание старались оправдать. Объективность обеспечить, равномерность по нагрузке там, вопросов и так далее, и так далее. То есть это очень сильно обязывает. Жаңағы сұрақтар бойынша айтылды ғой, қандай талаптар қойылады негізі үміткерлерге? Сұрақтар алдын ала дайындала ма? Қандай критериялар бойынша сіздерді оларды іріктейсіздер негізі? Жалпы мынау іріктеу деңгейі бұрын шамалы қиындатылған тұғын. Қандай мақсатпен жасалған қайдам? 6 кезеңнен тұратын, қазір 3 кезеңге түсірілді. Соның ішінде мынау онлайн форматқа өткізілген туралы айтасыз. Шынымен де бастап кезде мен де жаңағы айтылды ғой, жалпы онлайн болады дегенде мен енді біз қазір соңғы кезде үйрендік қой, зуммен қоса салады, кәдімгі бәрін көріп отырамыз. Келесі Ысқақов Мадияр келеді дейді, соны қарайсың да тізімді қарап. Қазір мынандай, мысалы, бұл құпия болғанда, бұл әділдікті сақтау үшін жасалған нәрсе. Мен кім комиссия мүшесі болатын мен білмеймін. Мен қатар. Мен өткенде біреуінде Сергейді көріп қалдым. Енді танимын ғой, бірақ қалған кейбір адамдарды мен танымаймын. Сонда ауысып тұрады. Екінші, кім келетінін де білмеймін. Ол екі мәселе бізге алдын ала мынандай тақырыпқа дайындалу деген, ол бір жағынан білмеген де жақсы, себебі ол әділдік. Мен білмеймін кім келетін. Суретін жаңағы және құжаттары бар, бірақ аттары жазылмаған. Бізге келеді. Бірақ сұрақтарды бағыты бар. 5 бағытта қоятын сұрақтар. Бағыт бойынша, өз мамандығы бойынша, өзінің болашақ несі, көзқарасы, таңдауға қатысты, неге таңдайды, және болашақ арман ойлары қандай, және жаңағы өзін қаншалықты таңдауын өзі дәлелдей алады деген кеңінен қойылған сұрақтар өте жақсы. Бірақ соның ішінен біз өзіміз қоямыз. Мысалы, 5 бағыттағы сұрақ болса, әр қайсынан өзің сөйлеген байқап, мамандығын байқап, және мамандығына сәйкес, және мысалы, оның қаншалықты теориялық білімі практикаға қатысты, қандай жаңағы жоспары бар, және нақты бүгін қандай нәтижеге жетті, сондай бағыттағы. Бірақ әрине мен байқаған комиссияның мүшелері көбінесе өмірде тәжірибесі бар адамдар, әрқайсысы өз саласынан басқа салаларды біледі, және сұрақтар да кең. Бірақ сол бағытқа сәйкес. Алдын ала сұрақ дайындалмайды, біз қандай сұрақ болатын бізге ешкім талап етпейді. Комиссияның мүшелеріне алдын ала тізім берілмейді, сұрақ берілмейді, және комиссия мүшесі кім болатын берілмейді. Осы жағына әділ. Және бірінші кезде мен өзім үйрене алмайдым. Мысалы, енді шамасы 10 адам болатын білем, бірақ кім келеді, қалай болатын. Бірақ кейін мен түсіндім. Бұл өте әділ бастама. Себебі комиссияда кім бар екен білмегесін, үміткер де адам іздемейді. Мен кім келеді білмегеннен кейін, мен де алдын ала ешкіммен сен келеді екенсің ғой деп мен айтамаймын. Жақсы жері сол. Және комиссия мүшелері біз бір-бірімізді танымаймыз. Сен кімге дауыс бередің, менің орныма. Сосын тағы да бір нәрсе, сен орнына ешкім кіре алмайды ол жерге. Және сен шығып кетсең дауыс бере алмайсың. Сен біріншіден өзің қатысуың керек, басынан аяғына дейін көруің керек. Және уақытылыдан бұрын шығып кетсең, сен дауысың есептелмейді. Бұл нені береді? Мысалы, басқа жерде комиссияда көріп жүрмін ғой енді. Қатыспасаң да бар, қолды қоя салшы дейді. Бұл жерде ондай жоқ. Платформа өте ыңғайлы жасаған. Сергей Геннадьевич, а вы какие качества искали в кандидатах? Можете описать портрет идеального претендента на стипендию «Болашак»? Ну, наверное, целеустремленность, целеполагание. Четко. Потому что и для меня идеальный — это все-таки кандидат, который какой-то опыт получил уже, какой-то
какой-то сфере, в какой-либо сфере. Потому что все-таки государственные средства, которые выделяются, они не маленькие. Конечно. Дорогое достаточно обучение, дорогостоящий проект и так далее. И поэтому выбор направления, который претендент выбирает, это важно. То есть гораздо больше шансов, мне кажется, у претендентов, которые хорошо познакомились с отраслью какой-то деятельности на практике. И поэтому с ними даже когда разговариваешь, четко понимаешь, что я выбираю эту программу, я выбираю этот вуз, потому что там лучшие специалисты, аналитики в этой сфере, потому что там самые топовые публикации в научном плане. И именно поэтому я их выбираю. То есть эта осознанность, она, конечно, подкупает, Конечно. и ты понимаешь, что человек не зря потратит эти годы, это время, эти средства. И в этом плане, конечно, идеальный кандидат тот, который четко представляет, почему он сделал выбор. А не... Ну, бывает, конечно, случаи, когда говорят, ну, это же как бы надо, чтобы было зарубежное образование там, в резюме. Ну, извините, это абсолютно как бы не тот случай, когда программа должна поддерживать такую мотивацию. Абсолютно четкое целеполагание для меня вот топ из качества. Но я знаю, что, получается, длительное собеседование длилось 30 минут. Этого времени достаточно, чтобы увидеть в человеке вот эту целеустремленность, вот это стремление к знаниям? Думаю, достаточно, потому что, видите ли, несмотря на то, что вопросы, в общем-то, как бы типовые, да, вот 5 групп, и они должны быть однородными, все равно каждый из вопросов, он индивидуализируется в процессе ответа самого претендента, потому что он сам где-то подсказывает членам комиссии сферы, в которых хочется уточнить, насколько он компетентен. Он сам ссылается на какие-то вещи, на какие-то там, не знаю, источники информации, и пытаешься, естественно, уточнить, насколько он глубоко вник в это, или просто, когда, может быть, готовился к собеседованию, как говорится, по верхам пробежал. В этом плане 30 минут в принципе достаточно, потому что все члены комиссии, Евгений Досвар, они достаточно опытные люди и в психологическом плане в том числе. Я тоже хочу поддержать, вообще 30 минут достаточно. И вот зачастую есть случаи, когда вот 30 минут не проходит. Да? То есть, по сути, я из своего жизненного опыта могу сказать, что вот начал человек отвечать, вот чувствуется глубину мышления, мотивацию его, внутренний настрой. И, кстати, в том числе, если честно, вот я хочу дополнить отношение государства своим к обществу, для чего нужно, когда человек как бы и чувствуется от его ответов, насколько он искренен, насколько он реально вот горит желанием, да, то есть и вот когда уже начинает отвечать, когда так на всякий случай на автомате отвечают, есть люди, которые в принципе видно, что он часто в разных конкурсах участвует. Он пытается просто как бы артистично себя преподнести, высказаться такими общими фразами, которые могут понравиться членам комиссии и так далее. Ну вот здесь это не проходит. Да? Здесь, вот, когда конкретный вопрос задали, чувствуется, что нужно и отвечать близко к тому, что тебя спросили. По крайней мере, не было еще такого случая, чтобы вот мне 30 минут не хватило. Как правило, где-то минут через 20 у меня уже картина есть, я уже примерно знаю, какие оценки поставлю. Да, я дожидаюсь. Там есть вопросы, связанные там, с мотивацией, там, из-за чего он выбор сделал и так далее. Но в целом, и второе, потом, мне кажется, знаете, не 30, а сколько? Час, это утомительно для всех. Конечно. Да, о чем долго говорить? Вообще, я изначально знаю, что эта модель как раз использовалась в модели формирования президентского кадрового резерва. Но это же агентство по госслужбе готовило такие же схожие проекты. Я был как раз 20 лет назад у истоков создания агентства по делам государственной службы. Мы проходили обучение, как проводить собеседование. И вот знаете, психологи говорят, что там первые 30 секунд уже понятно, какой человек. Первые 3 минуты ты уже можешь примерно картину нарисовать. Я где-то все-таки придерживаюсь к позиции
таких специалистов, которые говорят, да, много времени для того, чтобы определить человека, нам не нужно. Но так как нас несколько человек, каждый должен задать свой вопрос, и как бы первые 20 минут примерно уходит на то, чтобы каждый свои вопросы задал. И, в принципе, за 20-25 минут мы, как правило, завершаем. Ну вот сейчас только прозвучали очень дельные советы для будущих претендентов. Есть еще дополнительные рекомендации, чтобы минимизировать в будущем ошибки и увеличить шансы получения вот стипендий? Ну, знаете, вот, например, есть случаи, когда я ставлю как бы рекомендацию не пропускать, да, не рекомендую, да. То есть я вижу, когда, например, человек не может рассказать о своем опыте после завершения первого этого уровня обучения бакалавриата, и когда начинаешь спрашивать, и человек отвечает общими фразами, он не может объяснить, для чего, почему он именно выбрал этот университет, он не может объяснить, как он на практике использовал знания после бакалавриата. Он не может объяснить, для чего именно он эту специальность сейчас выбрал. Он не может объяснить, почему именно этот университет. Он не может объяснить, чем он будет заниматься, как он себя видит в будущем. Да? Когда вот такие вроде бы это простейшие вещи, сразу чувствуется, что человек, как бы, есть возможность, дай-ка съезжу на государственный счет, обучусь, да? И обратно, я хочу сказать обратно, да, когда мы говорим об идеальном, который четко понимает, да, говорит вот так, да, я, знаете, думаю, что вот важно и видно это, и придумать это невозможно. Вот иногда есть такая попытка сыграть роль заинтересованного человека, но когда нет искренности, мне кажется, опытным людям, которые членами комиссии являются, нетрудно заметить, что человек как бы не готов, внутренне не готов, не созрел еще. Мне все-таки кажется, надо понимать так, есть определенная наша внутренняя ответственность за то, что это огромные бюджетные деньги, за счет государства человек едет, и хочется, чтобы именно поехали те, кто этого заслуживает. И более того, я всегда думаю таким образом, ну, количество же грантов ограничено. Значит, если этот недостойный, пока не готов человек поедет, значит, кому реально это место нужно, он не сможет поехать. Вот если так смотреть, можно быть еще и строгим. Да? То есть я, в принципе, я считаю, не знаю, мы, кстати, не знаем, как потом складываются итоги, да, потому что я не знаю, как Сергей Пен, значит, проголосовал. И мы с ним на одной комиссии вместе были. Да, только когда там увидели. В целом, я считаю себя достаточно строгим. Хотя я улыбаюсь иногда, может быть, но я достаточно строгим. Енді өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, бұған дейін жаңағы Zoom платформасын қолдандық деп. Ал егерде техникалық ахуалдарға байланысты, жаңағы жазылмай қалса, немесе басқа да себептерге байланысты жаңағы үміткердің сұхбаты жазылмай қалса, сол кезде екінші рет сұхбат жазылу, немесе іріктеуден өту мүмкіндігі бар ма? Шынымды айтайын, бұл арнайы жасалған платформа. Мен де бастап кезде сын көзбен қарадым. Мен шынымды айтсам, болашақ басшылығына айттым, кәдімгі Zoom неге қоспайсыздар, біз үйренгенбіз. Мынау не бұл жаңа нәрсе, түсініксіз, қалай қосамыз, қалай кіреміз, қай жерін басамыз, бұл қалай көрінеді. Кейін сосын қарасам, бұл басқа арнайы жасалғаннан кейін барлық этаптарды тек қана өту емес, барлық кезеңдерді белгілейді екен. Міне, мынау тізімі, мынаған кіресің, ішіндегі мынау видеосы, және құжаттары, мына жерде сұрақ қою бағыттары, мына жерде бағалауы. Сосын бұл жерде жұмыс істемесе, бәріне бірдей жұмыс істемейді. Ол жерде жаңа анаған қосылмау, мынаған қосылу жоқ. Екінші, бір-екі рет болды, байланыс жүйесі дұрыс болмай, біздің бір үміткерлер қосыламай қалды. Онда өшіріп, қайтадан оған уақытты белгілеп, қайтадан біз аяғында тағы қабылдадық. Ол жерде көрдіңіздер ме, мынандай мәселе ғой. Болашақтың өзінде техникалық проблемалар болмауы мүмкін. Бірақ әр адам өз үйінен шығады ғой. Оны интернетті дұрыс емес, компьютер дұрыс емес болуы мүмкін. Ондай жағдайлар болды. Видеолар кеш қосылды, не қылды, бірақ кейін сол азаматтар қайттан қосылып, қайттан дұрыстап өткізді, сосын
мен түсінген барлығы запись өтеді. Запись болған тағы бір жақсы жері, ол біздің де сұрағымызды, біздің де көзқарасымызды тіркеп қояды. Сол арқылы ол менің де жауапкершілігім. Мысалы, мен жаңағы үміткерге артық сұрақ қойсам қаталдау, немесе жеңілдеген, жаңағы бері қарай өтірік мақтап тартатын болсам, ол да сақталады. Сол себептен жалпы нені эфирді жазып алу өте жақсы бастама. Ол екі жақты да шамалы тәртіп сақтауға мәжбүрлейді. А если вот, допустим, претендент не согласен с решением НЭК, он может подать апелляцию? Я думаю, это вопрос не к нам, если честно. Но я знаю, что по регламенту такие варианты, скорее всего, предусмотрены. Да. Как бы, ну, пока такого случая упоминания не было. Вот мне кажется, знаете, когда раньше приходит кандидат, приходит, стоит перед комиссией. И знаете, он видит лица людей, они его видят. И он психологически может на себе испытать ощущение, что к нему несправедливы. Потом, знаете, это же субъективное мнение, может быть. Вот человек вышел обиженный, ему не понравилось, как Сергей Пен строго там лицом задал вопрос и в конце так головой покачал, да? И он может выйти и вот это недовольство остаться. Конечно. Но когда все видео зафиксировано, вот человек объективно понимает, ну, главное же не как он на меня смотрел, главное, как я ответил. Конечно. А ответил я вот так. И это на видео записано, и я ничего сделать не могу. И в этом отношении, мне кажется, знаете, быть не согласным, когда тебя записывают на видео, намного сложнее, чем субъективное мнение, когда ты можешь интерпретировать так, как тебе удобно, да, особенно для своих близких родителей. Там опять, наверное, все решили. Я зашел, там, это на меня не так посмотрел, на меня мало времени уделили. А здесь и время записывается, и вопросы записываются, и ответы. Так что я думаю, в отличие от того, что было раньше, сейчас претензии выставлять, конечно, сложнее. Вот, к сожалению, не будем отрицать, что в обществе существует стереотип, что только дети из обеспеченных семей могут стать стипендиантами Булашак. Допустим, в моем случае я родилась в очень простой семье, в сельской местности. С детства мечтала получить обучение за рубежом. И моя мечта, допустим, сбылась благодаря программе «Булашак». Можно мы вам вопрос зададим, да? Вот мы, если честно, у нас же беседа экспертов, да, вы выпускница Булашака. Вообще, в какой школе вы учились? Ну, чтобы людям было понятно, русская школа, казахская, в сельской местности, в городской? Я, получается, до 6 класса училась в казахской школе, с 7 класса я начала учиться в русской школе. Вот. Английский язык как у вас хороший такой? Английский язык я выучила в Великобритании благодаря вот... То есть вот как раз-таки пример, таких примеров у нас к радости, да, нашей, что очень много, да, то есть вы закончили обычную школу, да, без никаких там, что специальные там и так далее. Ни лицей, ни специальная школа, да. Вот как мы можем всеобщими усилиями искоренить этот стереотип, как вы думаете? Я не уверен, что он вообще еще сохранился, хотя я не знаю. Я думаю, что вообще программа Балашак, она достаточно серьезно повлияла вообще в целом не только на экономику, а на академическую вообще жизнь нашей страны. Например, по своему опыту в своем университете, Казгюр, имени Солнечного Рибаева, у нас практически треть педсостава это выпускники Балашака. И если бы не эта программа, я не знаю, где бы мы брали кадры, которые владеют английским языком, которые в первоисточнике читают иностранную литературу. И самое главное, которые привнесли очень важную культуру высоких академических стандартов этических, которой не было раньше в Казахстане. И поэтому, если на первых порах, может быть, критичность отбора там, и так далее была не такая высокая, потому что важно было набрать в стране критическую массу просто обучившихся за рубежом людей, посмотревших, грубо говоря, западную систему, да, образование, социальное там, устройство и так далее, то сейчас
мы, ну, как вот члены комиссии, я так понимаю нашу миссию, что мы должны очень точечно и бережно относиться, вот, как Мурат Абдулович сказал, к каждому месту или каждому голосу за претендента, потому что мы как раз таки понимаем, что это уникальная возможность не должна истратиться впустую или тем, кто и так может себе это позволить, что здесь очень сильный социальный лифт на самом деле, потому что, ну, все это понимают, что, да, что выпускник, который получил образование в зарубежном вузе, пока еще даже стереотипно воспринимается как более такой продвинутый, более адаптивный, более креативный и так далее, и так далее. Но для работодателя, я думаю, это еще важный сигнал, что это человек, который впитал определенные ценности. И здесь, конечно, ну, вот как мне ассоциировать золотую молодежь с этой программой, ну, я лично сомневаюсь, что она ассоциируется до сих пор, честно говоря. Может быть, это было раньше, но я думаю, что за последние годы программа доказала, что она является реальным социальным лифтом. И мы это видим по претендентам, которые заявляются. Мы это видим по, ну, собственно, по картине даже трудоустройства выпускников программы. И очень хорошую, кстати, разъяснительную и просветительскую, и пиар-работу ведет программа. И в этом отношении вот ваша программа, прямой эфир, это тоже часть этой политики. Это нужно делать. Это нужно делать сейчас вообще всем. Не только там Центр международных программ. Это нужно делать вузам. Это нужно делать конкретным людям, общественным деятелям. То есть, несмотря на то, какой ты, собственно, там хороший, с благими намерениями, если ты в медиапространстве никак об этом не заявляешь, никак не пытаешься оставить какой-то информационный след, то, конечно, ты или невидим, или будешь виден в негативном ключе. Поэтому Центру международных программ пожелать надо успехов и именно в медийном пространстве продолжать присутствие в социальных сетях. Я думаю, с этой задачей успешно справляетесь, и никакого стереотипа и ассоциации с золотой молодежью, я думаю, в помине не останется. Мурат Абдулхамитұлы, өзіңіздің осы тұрғыда пікіріңізді білдірсеңіз. Менің ойым енді аздап бар, әсіресе қазақ тілді жастардың арасында көбісі ойлайды, қалада оқығандар, ағылшын тілін жақсы білетіндер, арнайы мектепте оқығандар, біздің ауылдың балаларын кім алады дейсің деген әлде де көзқарас бар. Бұл жерде мен білетінім, қазір болашақ ауылда оқыған балаларға қосымша ағылшын тілін оқу мүмкіншілігін қалдырды. Басқаларға алып тастады. Жаңа бұрын бұндай жеңілдіктер чиновниктерге бар тұғын. Министерствода қызмет атқаратын, ірі компаниялар атқаратындар, олар болашақтың ақшасын пайдаланып, ағылшын тілін оқуға қосымша сондай мүмкіншілік алатын. Қазір тек ауылдың балдарына қалдырды. Сол себептен біз тыңдап отқан ауылдың жастары болса, мен айтар едім, ауылдың балдарына жеңілдіктер бар. Сол арнайы ол қалдырған, оған мүмкіншілік бар. Мысалы, көп жағдайда біздің жастар сол жағынан қорқады, қорқпаңыздар, барыңыздар. Өте әділ өтеді, мүмкіншіліктер бар, соны пайдаланыңыздар. И основными факторами экономического развития государства являются знания, человеческий капитал и инновации. Центр международных программ – это площадка, которая объединяет все три направления. Да? Скажите мне, пожалуйста, каким вы видите будущее развития центра? Вот сейчас автоматизация, цифровизация идет, очень большие позитивные перемены, как вы видите, сами. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что для меня было бы, вот знаете, новым шагом то, что сейчас вот делается по поводу и отбору университетов, да, то есть я видел, какая серьезная чистка прошла Потом сейчас добавили новые направления, более актуальные для нашей страны, в том числе вопросы там медицины и так далее, что готовили не так много
мы видели, что вот раньше эти темы, эти направления были пущены на самотек чуть-чуть, да. Как его самостоятельно поступившие диктовали где-то специальности и так далее, тем самым была такая ситуация, когда государство обучало тех, кому им особо эти кадры не нужны. Сейчас эта сфера, вот это направление, они подчищены. То есть для общества это большой плюс. И сейчас уже начали... Вот такие бы изменения, они были бы более быстрыми и более четкими, да, и чтобы быстрее мы доносили. Вот когда я узнал о вот этих изменениях, я видел, что... И второе, вот сегодня мы как раз говорили с руководством проекта программы «Болашак», очень много фактов, когда сейчас больше начали набирать на работу выпускников в Болашак, на них спрос большой появился. Понимаете, мне кажется, это не только от того, что на рынке появилась большая потребность. В последнее время Болашак научил активно проводить разные мероприятия с бывшими выпускниками, которых задействуют, они участвуют в разных онлайн-обсуждениях. Я недавно проводил прямой эфир по медицине, мне дали выпускников, которые закончили Болашак, работают в медицинских организациях. Тем самым болашакеры стали более публично активными, видимыми, и их начали приглашать на рабочие места. Вот это я бы все-таки занялся бы еще дополнительно продвижением выпускников. То есть не просто в базе держать, да, а вот это не тот закрытый клуб, там ассоциация Болашак, чиновник и чиновник, да, а именно шире в обществе продолжать их пропагандировать, тех людей, кто обучился, и к ним общество будет по-другому относиться. Не с точки зрения того, что вот, ты же, оказывается, обучился за государственный счет. Нет, он добился этого, а теперь, может, его будут больше вовлекать в общественную работу. Ты же обучился, я недавно предложил, давайте тех, кто обучился по Болашаку, будем приглашать на бесплатные тренинги для школьников, для молодежи, потому что, в отличие от других, у тебя была возможность бесплатно за счет государства обучиться. Ну, помоги другим молодым ребятам также себя самореализовать. Вот здесь я бы тоже готов помочь, и я даже думаю, вот даже такие площадки, мы у себя можем на Серпине такие площадки делать, привлекать болашакеров как экспертов, которые с молодежью, значит, встречаются, разговаривают, они передают опыт, и тем самым, знаете, вот мы говорим же, есть знания, есть навыки, да, передавали бы свои навыки. Даже вот сейчас прямой эфир этот проводите вы. Вы выпускник Болашак. За то, что вы здесь работаете, вам никто денег не платит, вы в свободное от работы время пришли пропагандировать ту программу, которая позволила вам учиться в Британии. Хороший пример. Выпускники Болашак. Не сбегайте, помогайте. Вам повезло, вам государство оплатило. Кстати, вот именно хороший формат такого единения. Во многих странах, где прошли реформы, я был в Грузии, помните, мы часто говорим, почему у грузин получилось сделать реформу, да? Знаете, одна из методик, они проводили обучение, и они продолжали с друг с другом общаться, выпускники разных университетов. И когда нужно было реформы сделать, они быстро смогли во всех сферах значит, объединиться. Не вот эта узкая чиновничья составляющая, а вот более широкий формат целого движения такого. Да? Я думаю, мы к этому пришли. И если Болашак еще активнее начнет эту работу, мы готовы поддерживать. Спасибо большое за такой очень содержательный ответ. Сергей Геннадьевич, что вы думаете по этому? Я думаю, эволюционно Болашак, конечно, будет развиваться, но развитие будет сконцентрировано на более высоком, скажем, уровне. То есть, когда общенациональная задача насытить отечественный рынок кадрами, имеющими базовое бакалавриат или первичное послевузовское образование в виде магистратуры, практически выполнена. Я думаю, уже сейчас ее можно считать выполненной, потому что критическая масса очень серьезная на самом деле, и это влияние уже ощущается, то следующим акцентом или местом фокуса усилий будет программа PhD, то есть наука, вопрос подготовки ученых международного формата, вопрос вот этой коллаборации.
И здесь, я думаю, программы откроются просто веер новых возможностей и так далее. Второй аспект, я думаю, в котором программа будет развиваться в любом случае, это ответ на социальный запрос, чтобы программа стала более доступна, более широким слоям населения, то есть не привязываться только к одному имущественному залогу или ценным, а возможно появятся какие-то новые финансовые механизмы, возможно появятся новые банковские инструменты. То есть очень много возможностей именно в этой сфере, и можно будет еще сильнее расширить доступность этой программы. Вот, я думаю, два основных тренда, которые я бы со стороны выделил и пожелал в программе. К сожалению, наш эфир подходит к завершению. Я вот один момент, я вспомнил, сидел, то, что сейчас Сергей говорил. Вот я иногда думаю, что многие те, кто планирует поехать или не поехать в Балашах, все-таки думают, что это что-то иногда, что-то такое связано только с наукой, с каким-то чем-то, да, недоступным. Да? Вот недавно участвовала одна девочка. Она закончила, по-моему, преподаватель английского языка, еще какого-то. И она говорит, да, я пошла в бургерную работать. Я пошла в бургерную работать, так как я хорошо знаю язык, я изучала, по Ютубу смотрела, потом стала там администратором, потом меня забрали туда, потом я в другую такую же компанию начала логистикой заниматься. И я понял, что мне нужно теперь знания, и я вот из этого сюда, потом в гостинице работала. Ну, вот она называет простые вещи. Но молодая девочка, она уже столько прошла за эти 4-5 лет после окончания университета и говорит, сейчас я занимаюсь логистикой, транспортировкой. Для меня важно все это вовремя поставить и так далее. Я понял, что мне сейчас нужны знания по логистике. Я искал университет, который по логистике. И я опять хочу вернуться и заняться этим бизнесом. То есть не опять не чиновником стать, не в нацкомпанию работать. Она дальше хочет продолжать еще лучше продавать эти бургеры, выстроить правильную логистику и так далее. Понимаете? Не там журавль в небе, а синица в руках. Для малого бизнеса люди готовы обучаться в Балашах, но потом, чтобы сделать системно, сделать эффективно. Она говорит, да, я создам рабочие места, я наберу других. И вот я в ней, вот этой из простой семьи девочка, глаза горят, она мне намного больше понравилась, чем человек, который говорит, да, я вот там учился, там учился, там учился. Опыта нет, я еще опыта нет, но я был там, выступал на конференциях там, здесь, был там молодежным, там, всяких мероприятиях участвовал. И теперь хочу, он привык побеждать на всяких конкурсах, теперь хочу еще здесь победить. Вот по сравнению с ним, я ей баллов поставил больше. Человек рос снизу, больших таких слишком не ставит цели. Она знает, что ей надо, и она готова на каждой позиции отрабатывать честно до конца. И вот я для себя подумал, вот от нее пользы будет, наверное, больше, да, чем чьи-то теоретические знания. Она эти быстрее хочет знаний получить и на практике внедрить. Если она нас слышит, я надеюсь, что она прошла, я даже не знаю. Но я ей больше всего баллов поставил. Да. Хочу успехов пожелать. Ну вот, яркий пример, что нельзя останавливаться на достигнутом, нужно самосовершенствоваться. Вот не могу не спросить, 3 книги, которые вы рекомендовали молодежи прочитать? Ну, давай, Сергей Геннадьевич, он каждый день со студентами общается. Ну, думаю, Шваба, промышленная революция, но индустриальная революция 4.0. 4.0, да. Да, Клаус Шваба. Ну, это такая уже. Практически попса. Довольно сложно выбирать для кого-то. Ты подбираешь под себя все равно. Ну, вот что молодежи. Про целеполагание очень много, наверное. Иногда мне кажется, что вот сейчас есть интересная книга, мне говорится, «Смерть экспертизы». Да, хорошая книга. Да, про то, как мы можем потерять просто системное научное мышление в нашем поколении. Я думаю, вот если это поколение увидит себя в этих негативных примерах, оно сразу поймет, в чем проблема, и сможет развиваться креативно дальше. Вот. Ну и кого
Гофмана, наверное, чем сам себе MBA, потому что лично меня эта книга заставила задуматься о том, что традиционные, то есть все об этом говорят, что традиционная модель университетов и образования уходит на второй план, грядет нечто новое и так далее, и так далее. Но вот после этой книги я понял, что это, увидел доказательства, грубо говоря, что формат всех программ, включая MBA, должен быть другой. Ну, я бы в первую очередь, конечно, вообще на Насима Талеба несколько книг есть, но последний, который я у него читал, это «Рисковать собственной шкурой». Да? То есть вообще классная книга, думаю, очень важно. Да, там у него и «Черный лебедь» был, и «Антихрупкость», но вот рисковать собственной шкурой, когда ты что-то ставишь, только когда ты чем-то рискуешь, вот когда вы поставили квартиру родителей и поехали учиться, да, потом, а когда вы просто там, рисковать собственной шкурой. Но я не хочу сказать, правильно сказал, только деньгами. Рисковать своей репутацией. Рисковать своим, значит, отношением к тебе, твоих коллег, друзей, да, доверием рисковать. Вот это очень важно. Ну, мне Исхак Хадидис нравится, весь Исхак Хадидис нравится, да, то есть как строить команду. Мне нравятся те роли, которые он определяет, да, там 4 роли: производитель, администратор, предприниматель, интегратор. Тоже очень важно найти себя, определить свою роль. Ну и третья книга, у меня сейчас большой интерес в сфере медиа, в сфере там, продвижения политических проектов. Вот, кстати, я бы тоже про и смерть экспертизы сказал бы, да, там, я думаю. Кстати, мне очень сильно нравится, редко о ней говорят, об этой книге. Она более старая книга, это «Карманный оракул» Бальтазара Гарсиана. Я его часто читаю, но он не всем подойдет. Это тем, кто в будущем хочет заниматься политикой, наверное, я для них рекомендую. А вот самый последний, который я читаю, это книга «Неудобное наследство» про генетику, да, как генетика определяет наши таланты и способности. Она такая достаточно спорная книга. Некоторые эту книгу обвиняют якобы в расизме и так далее, но я понимаю, что вот генетические различия, они, в принципе, реальны. И если знать не только недостатки чужих, может быть, а свой потенциал для развития, это очень важно. Рахмет үлкен. Енді осымен біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Тікелей эфирді өзіңіздің соңғы тілектеріңізді айтсаңыздар. Думаю, что пожелаю не сдаваться, несмотря ни на что, потому что, несмотря на изменения и так далее, с годами понимаешь, что любое время, смотря как посмотреть, оно сложное. И если кому-то кажется, тех, кто нас смотрит, молодых зрителей, будущих претендентов, участников программы, что сейчас какие-то есть сложности, непреодолимые, и чего-то они не могут, то мой главный посыл, что все может, абсолютно все. И Балашак — это один из мостиков, который вам эти возможности может дать. Может быть, вам и не нужен Балашак, может быть, вы можете поступить напрямую в те вузы мечты, которые вам нужны. Но самое главное — это вообще убить в себе сомнение в том, что ты чего-то в принципе там недостоин. Я думаю, это наши, в принципе, на культуре мышления убивать. Ну, я бы, знаете, сказал, вот сейчас настолько стремительно жизнь меняется вокруг нас, и каждый день мы узнаем иногда позитивные новости, и зачастую то, что мы не ожидали. Да? То есть и очень важное качество сейчас для всех — это всегда быть готовым к изменениям. То есть никогда не думать, что вот эта ситуация так и будет, что я буду в этом месте работать, у меня будет такая же зарплата, у нас завтра я могу пойти в кино, послезавтра я хочу там через месяц я поеду куда-то отдыхать. Вот так заранее думать нельзя, надо быть всегда готовым к тому, что все может поменяться, и быть готовым к изменениям. Для этого нужно постоянно работать над собой, каждый день читать. Я вот каждый день стараюсь
где-то утром рано просыпаюсь, час утром читать очень книги, да? Да, очень хороший. И, в принципе, и еще полчаса я с утра просыпаюсь, смотрю Твиттер. Я больше пишу на Фейсбуке, но смотрю Твиттер, я читаю всех великих людей, которых решают судьбу людей. Кстати, я бы вам всем подсказал, сегодня утром проснулся, и думаю, там Байден с Трампом ночью должны были провести свои последние дебаты. И я с утра сразу включил, там написано 40 минут назад только закончились дебаты, мы с внучкой сидели, смотрели, и внучка говорит, а так, как думаешь, кто пройдет? Я говорю, не знаю. А кто тебе, говорю, нравится? Она мне говорит, Байден больше нравится. Он так интересно. Понимаете, вот... сразу воспринимать новую информацию, обсуждать ее, включиться, потому что от этой всей информации зависит наша жизнь, да, то есть каждодневная. Даже в далекой Америке чихнут, мы здесь через 2 дня начинаем кашлять уже, да? Мы живем в быстро меняющемся мире, и очень важно быть гибким. Спасибо большое за очень содержательную, мотивационную, информативную беседу. Вам спасибо, вы в свободное время пришли, продвигаете. Я вот пример хотел бы всем булашакерам назвать. Вот давайте все вместе, и булашакеры, их родители и так далее, все мы должны включаться. Замечательный проект. Во многих странах мира завидуют молодежь, говорят, как хорошо. Ни в России нету, нигде нету такого проекта. Уникальный проект, когда любой ребенок из простой семьи может за счет государства обучиться. Это, знаете, это мечта многих. Вот вам повезло. Мне сказали, что ограничения по возрасту сняли. Раньше было 35 лет. Мне 55. Я вот тоже думаю, может, тоже попробовать еще. На этой позитивной ноте мы завершим.